Дүйбіктен сыйняна дүйері Мен бүгін тағыстым екен аласыр дүйгері Қиырақтан чыңқыдас қолыстық Айылғым ғоды көңілге егірді Боқсың олын Әйге көтіғ екенін сұрулан Боқсың олын Сирақ бейдер тәғіз көңілге кенаттан Боқсың олын
gönülge giderken. Gönülge göçüp bitmiş takdirde duvar var bolu deridir vilida sokalar ol kiraydan deridin odulur inirdik yangaram doyduğun hasta boksa ağlar eygi gördüğü gelen sorular boksa ağlar çırak bilir dağıt gönülge giderken boksa ağlar
История формирования якутского народа хранится в эпосе Олонхо. Олонхо – это зеркало, отображающее древние традиции, мифологические и религиозные верования, а также быт якутского народа. Произведение состоит из 1000 стихов, которые веками передавались из уст в уста. Один из главных героев эпоса Олонхо – богатырь Ниргун-Баатыр Стремительный, защитник народа. Он обладал могучей физической силой и добрым сердцем. Мальчишки стремились быть похожими на славного героя-богатыря, стать отличными добытчиками, охотниками и защитниками своих семей. Каждый юноша должен был стрелять из лука, владеть копьем и мечом, уметь побороть противника и скакать на лошади. Именно в те древние времена и зародились национальные виды спорта. Самые известные якутские игры дошли к нам из глубины прошлых столетий. Игры помогали развивать в детях не только тело и мышцы, но и тренировали скорость, реакцию, мышление, ум и память, а также отлично формировали характер. Якутия. Она и солнечная, и просторная, таежная и бескрайняя. Якутская природа – самая надежная опора для народа Якутии, ее настоящее и будущее. Ты ни разу еще в нашей славной Якутии не был. Приезжай, наше лето смотреть, от зари до зари. Погляди, как цветут и земля, и якутское небо, и веселые краски на добрую память бери. Якутия – самая крупная по территории Республика Россия. В недрах Якутии имеется вся таблица Менделеева. Алмаз-рудник «Мир» является самой крупной рукотворной воронкой в мире. В Якутии существует единственный в мире музей мамонта. С 2011 года было установлено 4 рекорда Гиннесса. Создан первый на Дальнем Востоке IT-парк. Якутия получила премию «Цифровые вершины» в номинации «Цифровой регион» на Гайдаровском форуме. В этом году исполнилось 100 лет физкультурному движению нашей республики. В 1923 году, после завершения гражданской войны, состоялось первое межведомственное совещание по созданию Совета физической культуры. За этот период физкультурное движение проделало огромный путь от первых комсомольских молодежных кружков и футбольных команд, насчитывающих несколько сотен человек, до многотысячного коллектива физкультурников и спортсменов. В 1956 году была проведена первая спартакиада народов Якутии. Сегодня эти игры называются «Спортивные игры народов Республики Саха-Якутия». В республике приоритетом государственной политики и поддержку детского спорта строятся красивые спортивные стадионы, комплексы, где тренируются будущие спортсмены республики. По инициативе первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева
С 1996 года каждые 4 года проводятся международные спортивные игры «Дети Азии» под патронатом Международного олимпийского комитета. Девиз игр «Дети Азии» – от дружбы в спорте к миру на земле. В России этот год объявлен как год педагога и наставника. И в этом особом году республика отмечает 95 лет со дня рождения великого тренера Дмитрия Петровича Коркина, чья деятельность стала настоящим прорывом в якутском спорте. Дмитрий Петрович – великий тренер 3 олимпийских чемпионов и призеров мира, Европы, СССР и России. У Дмитрия Петровича были свои новаторские методы спортивной тренировки. Он изобрел и сделал уникальные тренажеры, умело внедрял новые идеи и техники в тренировочный процесс. Коркин воспитал блестящих спортсменов, доказав, что успехи в тренировках могут привести к большим победам. Мы гордимся своей школой. Наша школа – это знание, творчество, созидание. Она учит нас быть физически здоровыми и спортивными. Упорно тренироваться, не отступать и не сдаваться. И вместе с нами наши любимые учителя. Наша школа Самая лучшая!